Но я тебе скажу так. Вот эти собаки очень хотят стать домашними. Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи на титры бешенства. Вы знаете, что без этих титров у нас собаки не уедут в семьи, не уедут в Европу. А у меня не приют, и жить здесь пожизненно нам никто не даст. Краски сгущаются в свете событий. Мне надо срочно их пристраивать. Замкнутый круг, через который пытаюсь прорваться. Вот отсюда я забирала собак. Было это в прошлом году, чтобы не только положение их улучшить, но и найти им дом. Вот очень ласковая девочка. Вчера ты на нее не отреагировала. Она тоже длинношерстненькая такая. Очень красивая. И очень, очень ласковая. Смотри, как она. Смотри, как она. Вот так она. Вот так. Вот так. А теперь им нужны титры, чтобы мечта осуществилась, о чем я вас и прошу. Помогите, пожалуйста, на титры. Вот такая красавица девочка. Айте, какая девочка. Ой, говорит, как погладьте меня, да? Погладьте меня. Без титров нет даже шага вперед. Титры – это процесс долгий из-за карантина после сдачи крови. И выбирать собак без титров, чтобы потом ждать 3 месяца, никто не хочет. Поэтому выбирают из тех собак, у которых есть титры. Собак более 200, а титры есть только у 30. Значит, остальным сидеть без шанса быть выбранным, даже в пиар не попасть. Раньше старалась больше спасти, успеть, вывести. И вы помните это. Вывозилось в месяц по 30, по 50 собак. А вот сейчас стараюсь больше пристроить. Теперь надо и по-прежнему их накормить, и оплатить передержки, и еще дуром и быстро делать титры. Это важно, это очень важно. В сезон отпусков все разъезжаются, и всем ни до чего. А нам и мне, и передержкам, и пиарщикам пахать все лето без расслабления. И цель – пристройства. Так, собаке нужна помощь. Нужна таблетка ей хотя бы. Она худенькая. Вот демодекоз нас ест. Вот недавно у нас уехала Айва, девочка с ППЖ. Вот такой мы ее забирали 2 или 2,5 года назад. Вся в демодекозе, ноги в корках. Прошли эти 2 года, и вот такой она стала. И недавно уехала в Германию. А это приветы из семьи. Конечно, она не сама такой стала. Ее давно бы не было в живых, сгинула бы в ППЖ. Это работа и передержки, и фотографа, и грумера, и пиарщиков. И долгих 2 года ожидания. Процесс пиара и быть увиденной собаки – это тоже очень нелегко и не быстро. Тоже зависит от многого. От наличия хороших фотографий, а также от наличия плохих фото и видео, когда они жили еще в аду. Такое тоже надо иметь для будущих хозяев, чтобы захотели подарить другую, новую жизнь бывшему узнику, и часто у нас спрашивают такие видео. То есть много составляющих влияет на пристройство каждой собаки. И вот сегодня я хочу сделать акцент на титрах, на их наличие, чтобы как можно у большего количества собак были эти титры. Это сертификат. Титры сдаются после 2-разовой вакцинации на бешенство. Теперь о цене. Анализ сам дорогой – 6500 рублей, плюс доставка собаки в лабораторию из области в Москву. Итого получается порядка 10 тысяч. Плюс 2 вакцины заранее тоже ставятся. Итого 12 тысяч на собаку. Хоть очень сложно, но ежемесячно у нас уезжают в семьи по 4-6 собак. И я вам о них рассказываю. Некоторых уже собак выбрали. Надо торопиться с подготовкой. Кому-то срочно делать титры. Друзья, помогайте, пожалуйста, а мы свое дело знаем. Мы пашем. Пожалуйста, помогайте. Давайте сделаем как можно большему количеству эти анализы, эти титры и получим сертификаты. Тогда мы большее количество собак сможем пиарить, сможем пристраивать.